Ранний возраст – это особый тип отношений с миром. Когда ребенок открыт для познания, ему все интересно, для его воображения нет преград, все возможно и достижимо. Важно не только обеспечить комфорт, но так организовать проживание этого неповторимого отрезка времени, чтобы максимально раскрыть творческий потенциал личности каждого ребенка. Художественная деятельность влияет на всестороннее развитие и формирование личности. Включает в себя такие виды деятельности, как музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, театрально-игровую. Каждый из этих видов деятельности вносит свое содержание, раскрывая сущность художественной деятельности. Вместе с тем, эти деятельности направлены на художественно-эстетическое развитие детей. В процессе этих деятельностей создаются возможности формирования художественно-творческих способностей. В группах раннего возраста нашего дошкольного учреждения художественное воспитание осуществляется следующим образом. Путем воспитания способности непосредственно эстетически воспринимать явления действительности, через ознакомление с искусством, включением детей в художественную деятельность, это пение, танцы, чтение стихов и рассказывание сказок, лепка, рисование и так далее. Работая в системе интеграции, педагоги создают условия для развития творческой активности детей, приобщают детей к художественной культуре, создают условия для совместной деятельности детей и взрослых, обеспечивают взаимосвязь деятельности в едином педагогическом процессе. Модель интеграции искусств в ранних группах ДОУ – изобразительное творчество, театральная деятельность, прикладное творчество – это лепка, аппликации, конструирование, арт-терапия, восприятие художественной литературы, танцевальное творчество, музыкальное восприятие. Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия образных представлений, воображения и творчества. Уважительное отношение к результатам творчества детей. Организацию выставок, развлечений, создание эстетической развивающей среды и другие. Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке. Реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы РППС детского сада, как оформление интерьера помещений, то есть коридоров, холлов, лестничных пролетов, музыкальных залов и тому подобное, и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством для развития познавательного интереса детей, развития вкуса. Размещение на выставках регулярно сменяемых экспозиций творческих работ детей, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга, совместных работ семей воспитанников, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском саду, озеленение прилегающей территории, уход за имеющимися клумбами, создание в холлах, музыкальных залах, галереи различной направленности, событийный дизайн, оформление пространства, проведение конкретных событий, праздников, развлечений и другие. Таким образом, в результате этого обогащается духовный мир ребенка, раскрываются индивидуальные способности детей, развиваются основные психические процессы и качества – это восприятие, память, внимание, фантазия, воображение, наблюдательность, коммуникабельность, чувство ритма и смелость. Воспитывается чувство ответственности перед коллективом, в спектакле, коллективной работе и так далее. Меняется мир, меняемся и мы в ногу со временем.